Здравствуйте, меня зовут Савчук Николай Васильевич. Я работаю в должности инженера по испытаниям по измерениям в центральных электрических сетях АК Якутскэнерго. Приехал сюда чисто случайно в Якутию в свое время с бригадой. В те времена, как назывались они, шабашники. И после того, как закончили свою работу, понравилась мне Якутия, понравилось все. Съездил на Украину, забрал семью. Был поставлен вопрос ребром. Билеты я купил заранее. Приехал как говорится, домой. Положил билеты и сказал: едете со мной или билеты остаются у вас, и вы тоже остаетесь. Жестко было насчет этого. Но жена согласилась, и до сегодняшнего дня она не жалеет о том, что уехала оттуда. Так что сейчас уже выросли дети, выросли внуки уже большие, говорится, и работаем. Здесь своеобразная, так сказать, очень хорошая погода по сравнению с западной погодой, потому что лето очень теплое, и зима как зима. Природой понравилось, рыбалкой, как говорится, отдыхом, местами отдыха. Жили мы с печным отоплением, топили, как говорится, печку, готовили лед. И потом, немножко попозже, уже это где-то, получается, 90-е годы, подключили нас к центральному отоплению. Развитие энергетики в горном Лусе, все прошло через мою жизнь. В те годы Поликарп Павлович Прокопьев, он линии строил, мы принимали их на баланс, поэтому весь горный район, как говорится, у меня перед глазами, какие линии в памяти, какие линии, в какие года запускались, как запускались, кто работал. Очень многих работников знаю, и до сегодняшнего дня мы иногда встречаемся с ними. Энергетика – это особенная отрасль, и без трудностей в энергетике, особенно в районных центрах, не бывает. Почему? Потому что эта работа связана с постоянным, как говорится, контролем, независимо от времени, за работой оборудования. И благодаря тем электромонтерам, мастерам, которые находятся на рабочем месте, отрабатывают с 8 часов до 5 часов вечера, а потом где-то какие-то аварии, где-то какое-то отключение. Они ведь после работы, ущерб семье, ущерб себе, они едут, они устраняют эти повреждения. И ночь, дождь, слякоть, холод. Все, они постоянно, можно сказать, электромонтер постоянно на посту. Были такие случаи, скажем, и не один, что расстояние рядышком, недалеко, 25 километров поселок Дикимдя находится. Отправлял наш начальник РЭСа тогда. И что до 5 часов вечера уезжали, 25 километров мы ехали с 5 часов вечера и до 5 часов утра. 25 километров дорог не было. Все, добирались, чтобы включить линию. После того, как включили, мы ехали еще потом сутки назад домой. Вот она, наша работа была. От тех линий, которые я, как говорится, принимал от мехколонны бывшей Поликарпа Павловича, уже мало что осталось. За тот промежуток времени, прошло уже, грубо говоря, 40 лет, как строились эти линии. Уже мы эти линии один раз перестроили. Так что будем надеяться, что при моей памяти, как говорится, они не упадут, наверное, уже, если я жить до 100 лет не буду. Так что уже очень многие линии новые стоят. Я благодарен тем руководителям, которые стояли выше меня. Я благодарен тем мастерам, тем, как говорится, электромонтерам, которые работали под моим руководством в свое время. Конечно, оглядываясь назад, я могу сказать, как говорится, с чистой совестью и, как говорится, с чистым сердцем, что я свою жизнь прожил не зря.
Ну и руководство, мне кажется, еще меня ценит, уважает, а просто так уважать не буду.